Таджики просто взрывают интернет. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему ролики о нашей стране набирают такую популярность. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Найдя, наконец, себе жилье в Таджикистане, многие россияне уже начали изучать столицу, заведения, местную культуру и даже некоторые услуги. Кто-то делится впечатлениями в группах в Телеграм, кто-то в ТикТок. И, кстати, ролики про таджикскую гостеприимность за пару дней набрали более 50 тысяч просмотров. Гостеприимство – первое, что отмечают россияне в своих публикациях. Один из них на новостной странице в ТикТок рассказал, как люди, приютившие у себя, оплатили совместный ужин в местном ресторане. «Мы хотим заплатить, но денег с нас просто не берут», — говорит пользователь. Говорят, мол, нам не нужно никаких денег, это просто гостеприимство, мы тут просто кайфуем от местного населения. В России такого нет. Таксисты все дружелюбные, отмечает в другом видео русский. Это самое дешевое такси, на котором я ездил, 60 рублей, хотя проехали мы уже километра 2-3, и счетчик просто не меняется. На втором месте после гостеприимства по отметкам россиян доброта и простодушие душанбинцев, которые всегда готовы прийти на помощь. «Я в Душанбе. Гостеприимные, неравнодушные люди, готовые прийти на помощь», пишет один из пользователей Telegram. «Ко мне раза 3 подходили на улице незнакомые люди, интересовались, все ли хорошо. Дети все прекрасные, любопытные, интересующиеся, гоняют мяч во дворе. Видно, что родители стараются по максимуму дать им все возможное в их силах и стараются дать хорошее образование. Кстати, пыльный, застроенный Душанбе, как оказалось, очень даже зеленый», признались в интервью некоторые гости таджикской столицы. Как вам такие отзывы? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. «Мне понравилось, что город у вас очень зеленый, много скверов», рассказывает один из них. «По сравнению с другими столицами Центральной Азии, Душанбе более экологически чистый. Зеленые просторные улицы, украшенные символикой, множество фонтанов, теплый приятный климат», отметил и Николай, приехавший из Новосибирска. При этом, по сравнению с Российской Федерацией, цены в Таджикистане весьма доступные, говорит он. Стоимость проживания здесь ниже, чем в российском городе, а кто-то вообще отметил более спокойную городскую жизнь в Таджикистане. «В Таджикистане я чувствую себя спокойнее, чем в России», делится Владимир. «Душанбе сразу же понравился мне своей атмосферой. Тут можно отдохнуть на солнышке, которого так не хватает в Питере, и снизить уровень стресса». Еще один интересный факт, который чаще других отмечают зарубежные гости – большое количество иномарок на дорогах. Некоторые признаются, что даже на московских дорогах не встретишь столько дорогих иномарок, как в Душанбе. Таджикские заведения, от современных молодежных кафе до национальных чайхана, пришлись по душе практически всем гостям, и не только из России. Недаром почти в каждой кофейне можно встретить иностранца в компании друзей или работающего за ноутбуком. Если брать сферу кафе, ресторанов, то наряду с традиционными заведениями есть модные кафе с отличным дизайном интерьера и хорошей кухней. В них работают молодые девушки и юноши, создающие отличную атмосферу, рассказывает участник одной из групп в Telegram по имени Александр. За эти дни он успел, по его рассказам, посетить и оперу. «Сходил вчера в оперу и очень сильно порадовался за оркестр, хоть и в сильно усеченном составе по понятным причинам. Хормейстер сохраняет высочайшие требования, которые были заложены с 40-х, 50-х годов. И солистам наряду с вокальными данными есть артистизм, которого порой не хватает профессиональным оперным певцам. Прям получил больше удовольствия, чем последнее посещение Маринки», пишет Александр. Но кого-то таксисты, как уже было сказано, порадовали, а кого-то наоборот. «Вчера был в страшном шоке. Сажусь в такси 888, показываю адрес, улицу, дом и... таксист просит меня включить навигатор в моем телефоне. Вот так и ехали. Но он даже и по навигатору не ориентировался, путая повороты. Шок. А что у локальных такси? Харам на свои навигаторы?» Удивляется участник другой группы в Telegram. Что раздражает как местных, так и приезжих в Душанбе, так это отсутствие денег в банкоматах. «Прошел вчера приличное такое расстояние и ни в одном банкомате не смог снять денег. Еле как нашел один нормально работающий», делится другой участник группы. Да и в целом банковская сфера, мягко говоря, оставляет желать лучшего, судя по комментариям зарубежных гостей. Неграмотный персонал, доисторический сервис, малограмотные спецы. Примерно такую характеристику дают таджикистанским банкам россияне. Плюс ко всему не получается снять деньги с карт. «Друзья, кто поможет с регистрацией? Не могу снять деньги с контакт без регистрации». Примерно такие сообщения периодически публикуют российские гости в группах Telegram. Многим непонятно, как пополнить карту местного банка, как узнать
узнать баланс, и онлайн взаимодействие, по словам некоторых, хромает. Как вы относитесь к таким отзывам и к наплыву приезжих в Таджикистан? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!